Героем не рождаются, героем становятся. Где только я не учился, тяжелый интернат, там, у тех учился. Сложно было время, надо было как-то выжить, выучиться. Я стал мечтать, кем я буду. Как всегда говорят, хотел по пути отца идти, да? Вот идти на сельхозницу поступать, я не пошел. Почему? Потому что мне было жаль, как мать будет меня обучать, одежда, обувать и так далее. А вот когда мне военком сказал, Тарбулат, говорит, слушай, ты хочешь быть военным военком, как Бауржан Мамушуло? Я говорю, хочу, но как это, я не знаю, ну мы ауле, а вот солдат мы видим, как на генерал смотрели. Вот, говорит, поступай в военное училище, там тебя кормят, одевают, и как Бауржан будешь. Никому не говоря, я взял свои документы и поступил в высшее военное училище. Я был самым молодым старшим лейтенантом, командиром батальона. Но я не думал, что старшим лейтенантом мне доверят батальон в Афганистане. Там батальоном командовали подполковник, ну минимум майор. Я ждал момента, чтобы показать свой, чтобы мне поверили. А там в основном процентов 80 были солдаты из Казахстана. И вот впервые пешим пошли в атаку в горы. Я посмотрел, идут ли за мной солдаты? Идут. Вот это был первый героизм, удовлетворение, командирское счастье, что солдаты тебе верят. И тогда шли мысли, как сохранить жизнь солдат и выполнить приказ. Да, бывает там море крови, но ты эту высоту что взял? Слушайте, я тогда маршал, вы меня извините, зачем нужна эта высота? Хорошо, прольем кровь, завоюем эту высоту, да? Завтра опять спустимся. Они же снова вернутся. Зачем кровь терял? Вот так на меня посмотрел. А какую хочешь ты видеть войну? Войну такую же, как они, партизанскую. Мелкими группами. Устраивать им засады. И так далее. Наверное, сейчас уже не секрет. И впервые мой батальон был профессиональная инженерная рота совсекретная, которая мы ночью делали засады, выставляли датчики и так далее. И это был доверен моим батальоном. Вот поэтому герою надо не только говорить, что военный даже. Герой может быть любой гражданский. Тот же сельскохозяйственник, тот же спортсмен, тот же профессор, преподаватель, да, и так далее. Солдат, он уже является героем. Некоторые там совершили, там, пролетели в космос, да, пусть космонавты на меня не обижают, совершили подвиг, они правильно, да, пролетели, а солдат там каждый день каждый день. Он не знал, сегодня будет живым или нет. Он шел в бой каждый день. Он не знал, вернется живым или нет. Вот как-то в Туркестан меня пригласили воины-афганцы. И я не знал, что в зале сидит мать солдата, который погиб у меня в батальоне. Там два близнеца было, один близнец Асан и Усен. И вот, когда я зашел в зал, увидел портрет моего солдата, который погиб у меня в Афганистане, в батальоне. И когда я зашел в зал, мне сказали, вот здесь сидит мать погибшего солдата. И вот представляете себе, я комбат, живой вернулся, а ее сын погиб. Я встал на колени перед ней и сказал, мать, ту полосу раны, которая у вас на сердце есть, я не вылечу. Я с того света вам сына не верну. Она достает, по-моему, по телевизору показывали, она достает, сынок Пахтян, твое письмо уже пожелтело, но на мое сердце. Поцеловал мне в лоб и зал зарыдал. Мы ее назвали матерью воинов-афганцев. В моем сердце аккумулирует желание гордости, что в Казахстане все-таки не забывают о героях. Я не забываю слова Бауржан Мамушулы. Зачем нужно восхваление меня, когда я на том свете? А при жизни не восхвалили меня. Поэтому надо восхваляться героем сейчас.